Я разработал концепцию, как достигать прибыли или успеха достаточно закономерно. Для того, чтобы зарабатывать деньги, есть несколько парадоксов, которые ты должен решить. Я, чтобы людям легче понимать, привожу на примере казино. Предположим, я даю тебе $1000 и говорю, иди в казино и выиграй как можно больше денег. С большей вероятностью, что ты к 12 часам ночи тебя выпнут оттуда, потому что ты проиграешься в пух и прах. А почему ты проиграешься в пух и прах? Потому что ты будешь ставить большие ставки и будешь хотеть выиграть. Соответственно, ты вылетишь. Теперь я тебе даю заново вторую попытку, даю штуку баксов и говорю, смотри, Олег, казино до утра разыгрывает один Мерседес. Среди игроков, тех, кто делает ставки, да? Ну вот и все, одну задачу тебе ставлю. При этом ты заходишь и думаешь, когда я зашел в казино в 10 вечера, зашло около 500 человек, до утра доживет 50. Значит, если я просто продержусь до утра, мои шансы вырастут в 10 раз. И это отражает правило, которое Джеки Чан еще хорошо сказал, что быть великим быть легко. Просто долго нужно заниматься одним делом. Да, но здесь есть подвох. Чтобы долго заниматься одним делом, ты должен долго оставаться в игре. Поэтому первое, оставаться как можно больше в игре. Так, теперь, это мы определили. Теперь, чтобы оставаться как можно дольше в игре, ты должен делать как можно меньшие ставки. Играть по $1, по $3. И вот здесь возникает первый парадокс, который говорит, чем мельче ставка, тем больше шансов, что ты останешься в игре, но меньше шансов, что ты выиграешь по-крупному. Соответственно, ты должен делать много мелких ставок. И смотри, вопрос крупного выигрыша всегда это вопрос везения. Ни один миллиардер мне никогда не убедит и не докажет, что он выиграл и заработал за счет тупо операционной прибыли. Все миллиардеры стали за счет роста капитализации, за счет роста стоимости компании, потому что это основной мультипликатор и рычаг. У тебя первая стратегия — зайти в казино и делать мелкие ставки для того, чтобы остаться в игре. В то же время, чтобы поймать удачу, ты должен делать много ставок в единицу времени, пускай даже мелко. Но если ты будешь делать много ставок, то это противоречит твоему желанию остаться в игре, потому что чем больше ставок в единицу времени ты делаешь, тем меньше шанс, что ты доживешь до утра. Такой парадокс. Второй парадокс. Третий парадокс. Чтобы выиграть по-крупному, ты должен делать крупные ставки, потому что на мелкую ставку ты заработаешь мелкую прибыль, на крупную ставку ты заработаешь крупную прибыль. Это порождает третий парадокс. Чем больше крупнее ставка, тем меньше ставок ты можешь себе позволить, и тем меньше шансов, что доживешь до утра. И как это решить парадокс жизни? Я для себя вывел такое правило. Первое. Нужно делать как можно больше пилотных проектов. Когда ты делаешь много пилотных проектов, в единицу времени условно 10 пилотных проектов, ты должен делать такие пилотные проекты, при котором потеря капитала на этих пилотных проектах не должна грозить твоему выживанию. Есть конкретная цифра, то есть это там 3% от капитала? Нет, это зависит от тебя. Ощущениям? Вот у тебя есть, например, $1 000 000 капитал, ты делаешь 10 ставок, и ты должен понимать, что все твои ставки должны там составлять 900 тысяч. 100 тысяч ты оставляешь на всякие пожарные без ставок, и 9 на 10 по 90 тысяч ты делаешь пилотный проект. Но вы бы так делали? Да. То есть это история про вас? Да. Вот такая. Да. Теперь что получается? Ты начинаешь терять деньги в одном, втором, третьем, четвертом, пятом, и 2 проекта начинают выстреливать. Ты что делаешь? Деньги из этих проектов, потому что не все они умирают, какие-то ты можешь продать по себестоимости и так далее, вытаскиваешь и усиляй сильно, ты вставишь на те проекты, которые начинают расти и выстреливать. Все, усиляешь сильное. После того, как ты усиляешь сильно, проект начинает расти, в какой-то момент ты принимаешь решение с него сойти. Потому что либо риски возросли, либо конкуренты появились, либо маржа начала падать, куча разных причин. Ты продаешь проект, вытаскиваешь деньги и повторяешь по второму кругу. Повторяешь тот же круг, но уже с большими ставками. То есть нельзя в единицу времени делать и много ставок, и крупные ставки. То есть я разбил это во времени, и получилась вот такая технология.